Возрожденный после аннексии Таврический национальный университет открылся в Киеве. По информации ректора ТНУ, в этом году в университете будут учиться 700 студентов. В 2015-м материковые вузы из Крыма зачислили всего около 300 абитуриентов. Заинтересовать крымчан удалось, упростив условия поступления. На первую встречу студенты собираются возле здания Министерства образования. Николай 4 года проучился в Крымском университете культуры, изучал музейное дело. В ТНУ перевелся снова на 4-й курс. Терять год ему не жалко. Крымское образование, оно бесполезно практически, оно нигде не признается. Я хотел бы жить в Украине в любом случае. То есть, возможно, я вернусь в Крым уже после того, как он вернется в состав Украины. Вот. Но и переезжал в Киев тоже, потому что люблю Украину и хочу здесь жить и работать. По информации ректора ТНУ, всего в этом году в университете будет учиться 700 студентов. Возобновят работу 10 гуманитарных факультетов. Крымчанка Заря Умерова будет преподавать крымско-татарскую филологию. Она признается, решение уехать из родного дома, оставить свой народ и родину было непростым. Для меня было очень тяжело принять это решение, потому что Крым – это моя родина, моя семья там осталась. Но очень хотелось поддержать идею открытия Таврического национального университета и показать, что нас не задавить, нас не затоптать. Приказ о воссоздании ТНУ был подписан лишь в ноябре прошлого года. Вступительная кампания началась тогда, когда уже многие вузы ее заканчивали. Ректор Владимир Казарин говорит, что и сам удивлен, как все получилось. Еще ни года не прошло. Мы с вами все сделали, перерегистрировали, провели вступительную кампанию, зачисляем переводящихся студентов, решили вопросы общежитий и помещений. Меньше чем за год восстановить в новом городе беженский вуз – это хороший показатель. Я думаю, что нам за него не стыдно. В Міністерстві образования пообещали помогать университету. Ми запізнились на 2 роки, бо цей процес треба починати у 2014 році. І такий університет треба повернути, просто не вистачило тоді сил, очевидно. А те, що зараз робиться, справді робиться інколи з порушенням деяких бюрократичних норм, процедур. Ми робимо з суттєвим прискоренням, запускаємо університет в роботу. Але ми це робимо, тому що це потрібно для того, щоб зберегти кадри, зберегти ім'я університету Вернадського. Це ж один з перших університетів, які засновані були ще в перші часи Української Народної Республіки. Поздравляя студентов-крымчан с началом учебного года, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев напомнил, что они здесь гости и должны будут вернуться домой. Нам нужны кадры. В первую очередь для автономной республики Крым. Потому что после освобождения Крыма и дезинфекции всех структур, как административных, так и хозяйственных, будет острая нехватка кадров. И вот эти кадры, которые будут подготовлены здесь, они в основном будут ориентированы на автономную республику Крым. В ближайших планах ректора воссоздание факультетов физики, химии, биологии, математики, открытие филиала университета в одном из регионов страны. Роман Спиридонов, Эдем Ситаров, Заман, АТР.